Всем привет, Детектив Массира. Сегодня у нас небольшая распаковка. Ездили в магазин Чаранхи и в магазин Океан я еще зашла. Рыбу копченая купила. Все очень свежее и очень вкусное. Но есть то, что не очень полезное. Это мои любимые батончики. Наполеон, сладости. Выпечка, как всегда, с Владикавказа. С разной начинкой, с орехами, ассорти. Я иногда с вишней люблю, сегодня не видела. И с яблоками взяла. Ну, сегодня четверг, и сахар раздать тоже. Так, с чего начнем, девочки? 2 лотка яиц купили. Буду смотреть чек и говорить вам цену, если интересно. Яйца 6 штук, 114 рублей. 2 лотка вышло на 600 с чем-то. 684 рубля. В общем, по чеку не получится, наверное. Посмотрите, тут 1 чек, тут 2, 3, еще где-то должен быть 4. Еще кое-что купили без чека. В общем, просто покажу, если интересно. Свежие 2 курочки взяла. Замариную или, может, галушки сделаю с курочкой. Посмотрим. По 430 рублей. Последний раз, по-моему, 450 будет. Вот этот дум мама взяла, курдюк свежий. Нужно было приготовить лекарство с имбирем, с лимоном, с чем-то еще. Курдюк очень дорогой. 600 рублей килограмм. Ну, практически как мясо баранины, так и курдюк стоит. У меня все было в нескольких пакетах, но я все убрала, чтобы стол был чистый. В Сибирь взяла копченую курочку. Курицу мама вообще не любит. На салатик или просто покушать с бутербродиком. И взяла еще сочные такие куриные котлеты. В тот раз брала для гамбургеров такие круглые, оранжевые. Они мне не понравились, они до сих пор в морозилке стоят. И что я очень люблю, это копченая рыба скумбрия. Иногда беру горбушу, но она быстро портится, а скумбрия мне нравится. Вот наши лимончики, не помню сколько килограмм, 140 с чем-то. Вот такое масло я люблю. Хозяюшка не сильно жирная. Изюм, это мама взяла для сладкого плова. И сыр. Мама взяла российский, а я в Океане еще другой взяла сыр. Так, здесь у нас кола и фанта под другими названиями. Здесь томатная паста «Королевский вкус». Еще я люблю кубаночку. Ну, это с черемшой кушать или в борщ добавлять. В общем, у нас кто во что гораздо. Я люблю магазинное. Мои любят домашнюю томатную пасту. В общем, по-разному. Все вкусы у всех разные. Вот я взяла сыр голландский, Беларусь. Небольшой кусок взяла на пробу, сказали, что он слишком мягкий бывает. Взяла очень вкусные и очень неполезные чипсы. Если кого-то раздражает шелестящая упаковка, простите, пожалуйста. Дико извиняюсь. Взяла тесто слоеное дрожжевое, без дрожжевого не нашла, или оно было внизу, но уже некогда было искать, честно говоря. Вот такую сметанку люблю, нежирную фермер. Майонез тоже мама взяла. В общем, пока я ходила, снимала посуду и кое-что еще, мама с братом делали покупки. Потом кое-что еще я взяла, но уже народ собрался, мы-то утром поехали до 11, а в 12 часов уже там толпа целая была. Вот мой любимый батончик. Хрустящий, мягкий. Вот это чесночный батончик. Черный хлеб взяла для мамы. Наполеончик взяла для себя, любимый. Там был еще один, который мне нравится. Более сухой, хрустящий. Но он был с 5 числа. Срок изготовления. Дата производства, вернее. А этот 8 число написано. Так, масло тут еще 2 пачки. Тоже хозяюшка. Хоть и пишут спред, по-моему, но мне все равно на вкус нравится. Это я взяла для мамы настоящий калмыцкий чай. Калмыцкий чай — это зеленый чай, его варят с молоком. 220 рублей, половинка.
Помните, в советское время они были такая целая плиточка. Раньше всегда целую брали. Ну, мой любимый чай нури драгоценный, без него никуда. Мама любит заварные чаи, а я люблю самый-самый простой, без всяких запахов. Колбасу тоже взяла себе любимой. Вот эту вчера брали на пробу, она мне очень понравилась. А вот эту прям с тележки еще не выгрузили, прям была свежая-свежая. Тоже взяла на пробу. Хотя сейчас много колбасы испортили, честно сказать. Кефирчик для разгрузочных дней, или вернее часов разгрузочных дней у меня не бывает. Ну и, как я уже говорила, владикавказская выпечка. Число 6. Более свежего не было, наверное, не каждый день возят. Сегодня 8 число. Ну, неделю можно кушать. С орехом, ассорти. И еще одно ассорти. С яблоками уже отдала. И пакеты купила много-много. Они очень удобные. А эти, которые я сняла, пойдут для мусора. Для мусорных ведерок. В общем, девочки, у нас безотходное производство. Сейчас я это все уберу по морозильникам и по холодильникам. И покажу вам обзор бытовой химии. Что мы взяли. Но это нам надолго хватит, честно говоря. И запасы у нас были. Просто раз на машине нас повезли, значит, надо затариться побольше. В общем, вышло 1020. На одном чеке 13 с чем-то, на другом 620, на третьем еще сколько-то. Этот мы взяли в другом магазине, там чек не выдавали. Я уже говорила, 600 рублей килограмм. Очень дум подорожал. И где-то еще чек. В общем, много всего тут. Сейчас не найду. Даже один этот чек на 14 тысяч почти. Все, всем пока-пока. Скоро будет следующий обзор. А вечером, когда я сделаю зарядку на телефоне, я вам покажу обзор самого магазина. Очень много наснимала посуды для вас. Ну, если кому-то интересно, посмотрите. Игрушки разные. Ну, все снимала. Я давно туда не заходила, не ездила. Поэтому решила для вас поснимать. Ну, вообще, обзор магазина делать это надо ехать отдельно, а покупать продукты или бытовую это надо ехать отдельно. В общем, там без тележек, без тачек, без сумок не получается. Хочется купить все, что ты видишь. Но это, наверное, специально на это и рассчитано во всех магазинах и супермаркетах. Все, пока-пока, ненадолго прощаюсь. Всем хорошего дня. У нас тут почти весна. Еще раз всем привет, друзья. Это уже вторая часть нашей распаковки. Что мы сегодня купили в магазине. Бытовая химия и все такое. Сейчас быстро покажу, расскажу. И надо это все убрать. Уже, честно говоря, устала. Еле-еле все разложила по холодильникам, по морозилкам. Сейчас быстро хочу снять распаковку. Вот это я люблю кондиционеры для стирки. Вот этот потек чуть-чуть. Надеюсь, не треснул, не лопнул. Но надо посмотреть. Может, чем-то сдавили. Это тоже кондиционер. Разные запахи люблю. Это хозяйственное мыло, без него никуда. Лампочки мама купила. Здесь обычный АОС с лимоном. Санекс. Пемолюксы. Пемолюкс сода 5. Это какой-то чистин. Вот эти шампуни мама любит. Ну, я тоже, в принципе, их и чистую линию люблю. И вот эти бальзамы я очень люблю. Смотрите, разные набрали. Для таких волос, для сяких волос, для жирных, для улучшения эластичности. Вот. Бальзам шелк. В общем, названия разные, в принципе, одно и то же. Без них волосы плохо расчесываются, а с ними полегче. Это тоже чистин эксперт, освежители. Ну и все. А, сейчас еще покажу кое-что.
Это один из моих любимых порошков Чайка, 15 килограммов. В прошлый раз его не было. Северное сияние называется. Обычный российский порошок, но очень хорошо отстирывает. Как бы и запах приятный. Ну и белизна. Без нее никуда. Все, девочки и мальчики. Вторая часть нашего обзора подошла к концу. Сейчас все это разберу, поставлю телефон на зарядку и вечером сниму для вас обзор магазина. Хорошего дня, пока-пока.